Артисты балета всегда вызывали мое восхищение. Впрочем, я думаю, не у меня одной. Тяжелейший труд и такой короткий срок, всего 20 лет, чтобы утвердиться в профессии. И все же желающих служить Ее Величеству Терпсихоре меньше не становится. На днях мы побывали на выпускном гала-концерте Казанского хореографического училища. Талантливые и целеустремленные – так отзываются о своих учениках, а ныне выпускниках хореографического училища этого года их преподаватели. На гала-концерте был представлен итог их 8-летней учебы в училище. Гала-концерт – это итог работы за год всего коллектива. Ну и кроме того, мы сегодня прощаемся с нашими выпускниками, и это, безусловно, как-то это грустно. Совсем крошками приходят в стены училища будущие звезды. Видеть выступления малышей на большой сцене, наблюдать за их еще не совсем уверенными па особенно трогательно. Они приходят в училище 3,5 года. Сразу влюбиться, вернее не влюбиться, невозможно. Это чудо, на которое хочется смотреть, смотреть. Ведут их по жизни и обучают азам мастерства такие талантливые педагоги, как Ольга Александровна Бородина. Они, во-первых, пришли танцевать, а мы, к сожалению, ставим к палке. И вот нужно, чтобы любовь вот эта в профессию, да, не потерялась. Поэтому очень хочется заинтересовать их на первых уроках. Я думаю, что все те, кто дошли у нас до выпускного класса, сохранили эту любовь. Это большая их заслуга и, наверное, заслуга наших педагогов всех. Это замечательные педагоги, они нам в жизни дали очень многое. Ольга Александровна Бородина, она взяла в 4-8 классе. Мы благодаря ней очень многого добились, до сих пор благодарны и всю жизнь будем ей благодарны. На этом концерте в качестве учеников на сцену они вышли в последний раз. Одно слово «Ура!» Наконец-то можно вырваться из этого училища и перейти в новый этап жизни уже. То есть мы вообще уезжаем из города, переезжаем на новое место, то есть жить самому, готовить, все это, убираться, это все самому нужно будет делать, уже родителей не будет. Под крылом, из крыла вырываемся и Казанская хореографическая школа считается одной из лучших, поэтому выпускники училища востребованы по всей России. Они уезжают в Москву, в Петербург, в Астрахань. Они пополняют труппу нашего оперного театра. То есть они все очень-очень востребованы. Это радует. Все движется, что я вижу и потенциальные возможности многих детей. Неплохо могут работать, очень неплохо. А перед ответственным концертом выпускников захлестывают воспоминания. Как мы первый раз пришли в училище, каждый из нас, как первый раз упали на сцене. Ну все бывает в первый раз, и вот мы в первый раз выпускаемся. Столько лет провели в родном училище. Очень хочется на самом деле зажечь сейчас на сцене, показать всем, на что мы способны и чему научили нас любимые преподаватели. Занятия у станка в балетном зале, классические сценические танцы, уроки актерского мастерства, плюс предметы общеобразовательной школы, такие нагрузки ложатся на плечи будущих танцоров. Всегда были трудности. С 1-5 класса до сих пор они есть. Я помню, что мне было не очень трудно в самом начале, потому что я пришла с художественной гимнастики,
И для меня вот училище это была эйфория. Ну, просто это все было и захватывающе настолько, и то, что ты обучаешься балету, и в этот мир проникаешь, мир балета. И это было, на самом деле, мне было не очень сложно. Ну, конечно, на протяжении учебы были и трудности, и всегда это приходится пересиливать себя, и сейчас приходится пересиливать себя, и должен быть, конечно, очень сильный характер. Боль, слезы, а иногда и серьезные травмы. Через эти трудности проходит каждый, кто решил связать свою судьбу с искусством танца. Профессия артиста балета требует каждодневных многочасовых репетиций. Артист балета – это 20 лет самоотверженного труда, 20, впереди 20 лет, как сказать это, больные люди, как сектанты балета, скажем так. Вот, как у нас говорят, наш человек. Чтобы нашим человеком стать, конечно, нужно уметь болеть. В каком смысле болеть? Значит, вроде у меня подвернулась нога, но я все равно в работе. Я хотя бы прихожу, я смотрю, я не сижу дома на диване, понимаете? Я нахожусь в работе, в любом случае, лечусь и нахожусь. Называется у нас уметь болеть. Вот. Я хотел бы, чтобы они все стали вот такими сильными, мощными, правильно понимали время. Самое дорогое на земле.